Меня зовут Роман Спиридонов. В эфире программа «Бугуня». Это значит, будем обсуждать самые последние новости и, конечно же, говорить о главных темах недели. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Мы начинаем. Добрый вечер. Суд йде. Обирають запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві Шеремета. Зеленський готовий хоч 100 разів потиснути руку Путіну. Все заради повернення Криму. Європейська Рада подовжила санкції проти Росії. Як надовго? И гость нашей студии Валерий Кур, бывший руководитель уголовной разведки Министерства внутренних дел Украины. Ну, лучше сказать, криминальной разведки ГУБОЗа МВС Украины. Почему? Некоторые не понимают, это управление, в котором работали офицеры под прикрытием, под крышей. ГУБОЗа МВС Украины. То есть я, как один из руководителей ГУБОЗа МВС Украины, отвечал за «Сокол», боевое подразделение, за криминальную разведку. Это офицеры под прикрытием, работающие во всех сферах, до 1000 офицеров. Нелегалы. Работаем. Давайте поговорим вот о такой теме. Подозреваемому по делу убийства Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест на 2 месяца. Защита с обвинениями не согласна. Давайте послушаем адвоката Віталія Коломойця. Вони просто знайшли людину, яка по їхньому кастингу підходить для нового серіалу. От, і тримають її для наступних серій. Ми впевнені, що там немає чим буде мотивувати аргументи сторони захисту в судовому рішенні, тому що наші докази очевидні. А вот адвокат подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Влад Добаш опубликовал текст подозрения Андрея Антоненко. Давайте послушаем фрагмент о якобы мотиве подозреваемого. Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство. Втілюючи в дію свій злочинний задум, підшукав осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства. Вы следили за брифингом министра внутренних дел Авакова? Я стараюсь следить за всем, что связано с Министерством внутренних дел, силовыми структурами. Вот с вашей профессиональной точки зрения, было ли это похоже на убедительное представление доказательств или нет? Смотрите, с моей точки зрения, это, к сожалению, напоминает мне нехорошо отрежиссированные спектакли. Почему? Почему? Ну, понимаете, оперативная работа, так же, как и следственная, как и деньги, любит тишину. У нас было неписанное правило. Не дай бог, кто-то из моих подчиненных задержание проведет на улице, чтобы спровоцировать массы и таким образом поставить под сомнение всю работу. Точно так же нас учили и руководители. И у нас табу было поднимать шумиху, о чем-то говорить и тем более задерживать, прилюдно устраивать спектакли. Скажите, а здесь вот эти задержания так длительно молчали, так долго экономили, держали операцию, вернее комбинацию, точнее информацию, собранную с таким трудом. А я знаю, как тяжело добывать информацию. То есть, по сути, подставили сотрудников, которые занимались, если действительно это реально так было. И устроили спектакль. Кто? Политически, скажем так, заангажированные лица, отвечающие за систему МВД. Кого вы имеете в виду? А я имею в виду политическое руководство МВД, которое забежало вместе со всеми, под шумок, я так называю, в руководство. Ведь все силовые ведомства разобрали, помните, выгодно было. И поэтому, забрав, они политизировали Министерство внутренних дел, к сожалению. И сотрудники сегодня являются собой, ну, скажу вам, это жалкое подобище того, что должно быть. На одного сотрудника приходится 100-200. Работать физически невозможно. А сотрудники там профессионалы. Я, когда совершено было убийство Шеремета, я комментировал и говорил, я знаю, что там способны раскрыть, но даю 3 дня. Нет,
Навряд ли. Почему? Навалится такое же количество преступлений и не менее резонансных. Поэтому... А было реально раскрыть за 3 дня это преступление? Реально. Почему? А вы думаете, у нас недостаточно средств, методов, способов? Агентура – это очень важный инструмент. Скажите, разве не известно агентуре о том, что есть те или иные настроения в обществе, что есть люди, которые обладают навыками подготовки взрывчатых веществ, у которых есть оружие. Это всегда было приоритетом в государстве. И у нас, правоохранительных органов, эти традиции сохранялись. Другое дело, что так называемые, может быть, чистки или как люстрации, они повыбрасывали многое. Но еще был человеческий фактор. Многие не желали, чтобы работала структура Скорпиона, то есть информация. И оттуда стала исчезать, а потом продаваться. Поэтому я считаю, что все сотрудники стали заложниками. Те, которые работали добросовестно. Я не имею в виду крышевателей, которые, к сожалению, есть в каждом времени и системе. Поэтому думаю, почему бы пресс-конференцию не собрать по поводу, допустим, пожара, где погибли люди. Разве это не менее резонансное преступление? А скажите, не так давно ко мне обратился житель Киевской области и сказал: убили папу с мамой фермеров, пришли группа с акцентом людей, били, давай, где деньги? $100. Скажите, разве это не менее резонансное? Или убийство мальчика, которого нашли на железнодорожном полотне. Мальчик школьник, красавец, не пьющий, спортсмен. Его вызвали на сходку, на драки, возможно, еще на что-то. Полиция отказывает заниматься и говорит: нет, это самоубийство, лег под поезд. Представляете? Так что это больше похоже на спектакль, в который втянули руководство государства. Втянули. Или заманили, или целенаправленно сами задумали прийти. Ну, вот о политическом влиянии на это дело говорят и люди, которых мы опрашивали на улице, вернее, опрашивала наша Милена Амиди. Она узнавала, что они думают об убийстве Павла Шеремета. Давайте послушаем. Зрушення у справі Шеремета. У справі про вбивство Шеремета 5 підозрюваних. Хто та як міг вбити Шеремета? Такі заголовки та такі теми зараз обговорюють у кожному ЗМІ. Питаємо в простих українців, чи знають вони, хто такий Павло Шеремет та чому про його вбивство так багато розмов. Порошенко казав, що це справа його честі, розкрити цей злочин і так далі. Але щось з честю все нормально, злочин не розкритий. І я не бачу особливих перспектив зараз. Щось дуже довго вони розслідували і можуть це повісити на будь-за в кого. Ми не знаємо просто новостей. Діло в тому, що... А про справу Шеремета теж не чули? Як сприйняли новину про те, що затримані підозрювані? Дуже добре. Дуже добре. Невже в Україні щось відбувається гарне? Мені тільки неприємно було, що Зеленський з'явився на цей брифінг. Все. Це піар якийсь з цього боку. А может быть, это наоборот и хорошо, что полиция рассказала о результатах, и президент взял на контроль? Ну, вы знаете, в этом случае президенту надо будет брать более 1000 преступлений на контроль, согласитесь? Так вот, смотрите, я даю объективную оценку. Вот после, признаюсь вам честно, после прихода молодой команды я увидел некое оживление. Почему? Оживление в сознании людей о том, что правоохранительные органы освобождаются от страшных элементов под названием политические лидеры, которые практически занимались коррупцией. Согласитесь, а может быть и не согласитесь, я знаю личность Рябошапки. И у меня надежда, что, вы знаете, с приходом его действительно очистится прокуратура, и это будет наблюдающий орган за законностью. Я не могу даже сказать ничего плохого в отношении и СБУ, хотя там сидят достаточные монстры, и туда посылать, скажем так, политического лидера, который плохо ориентируется, это сложновато. То есть там будет еще борьба. И я увидел, все равно оживляются правоохранительные органы. Вы знаете, что
любого из генералов сегодняшнего МВД, в том числе, которые спикеровали на брифинге, можно ставить министром. Все. Я уверен, легче контракт. И, пожалуйста, не будет шлейфа, который за собой тащит политическая личность, пришедшая в то или иное ведомство. Ведь согласитесь. Ну, ведь это было наоборот, еще очень давно из идей как бы поменять структуру МВД, поставить туда людей не из системы. Пожалуйста. А не ставить генералов, которые в то время оказалась очень коррумпированной системой. Тогда это должна быть личность, которая удовлетворяет все прослойки населения, по крайней мере, у которого нет шлейфа, который не занимался бизнесом, а у нас бизнес на 90% теневой, правильно? Которые не являются олигархами, которые не владеют средствами массовой информации, которые не замешаны в коррупционных скандалах, там, торговля песками, там, рюкзаками там, или еще чем-то. Согласитесь, это же выгоднее было. Тогда и претензии тяжело предъявлять. А то сегодня, получается, расплачиваются сотрудники, которые все равно есть положительные, они работают. И вот представьте, что ненавидит их в большей степени. Почему? За политическую верхушку, у которой есть свой шлейф. Поэтому придется расплачиваться всей системе только за политические неправильные решения. А как вы считаете, есть ли перспективы, что это поменяют систему и, как минимум, Авакова отправят в отставку? Вы знаете, Зеленский очень сильная личность, с моей точки зрения. И хотя многие воспринимают его как клоуна, я вам скажу, у него есть с положительной точки зрения синдром Наполеона. И он сильнее многих. И потом, зайдя в тот кабинет, ты оттуда уже не выходишь простым. И поверьте, я уверен, смена будет. Ну и потом Аваков сам сказал, скоро будет женщина. Вы понимаете, наверняка все понимают, что сегодня какой бы олигарх не давил на гаранта, у него есть своя команда молодая и есть своя точка зрения. Я уверен, будут изменения, не будут, будет очень нехорошо. Народ не воспримет ничего старого, плохого. Еще одна тема, о которой хочется поговорить. Главное политическое событие недели – встреча Нормандской четверки. И как отголосок этой встречи акции на Банковой, которые якобы мешали на переговорах Нормандской четверки. Об этом в эфире «1+1» заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Давайте послушаем. Під час цієї дискусії президент Російської Федерації пан Путін двічі заявив, що а як ви можете вести переговори, як ви можете це обіцяти, коли саме в цей момент у вас там на Майдані стоять активісти, стоять люди, які вимагають там до президента, ставлять певні вимоги. І, звичайно, це погіршувало переговорну позицію. А волонтер Маруся Зверовей пригласила президента Зеленского на встречу. Вот зачем? Давайте узнаем. Я хочу зустрітись з Зеленським. 1 на 1. Можна з прослушкою і відеонаглядом, але віч-навіч. Без сторонньої гопоти. В нього має бути хоч один шанс почути голос войовничої меншості. Це питання національної безпеки. Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав. Володі, я думаю, ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах, чого хочуть ті, що постійно гудять в тебе під офісом. А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш. Але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що в тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй, поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то лише за це потисну руку. Ну, вот достаточно радикальное заявление о том, что окружение может протестное настроение утопить в крови. Смотрите, у Меркеля не бывает протестных движений. Протестов в Германии вы имеете? В Германии. Ну, давайте, конечно. Францию. Так вот, во Франции. То есть, придя к власти, надо рассчитывать на то, что пик популярности бывает в один момент, а потом спадает популярность. И жди обязательно адекватной реакции оппозиции. И какая бы она ни была, отвратительная, нехорошая, хорошая, как бы мы, но она реальность. И придется, если мы прогласили демократичное общество, придется с этим бороться не методом внутренних войск или оружием, которые сегодня наполняют некоторые министерства. Так что придется с этим соглашаться. А повлияло хорошо или нет, вы знаете, сложно сказать. Ну тогда запретить все на время моей каденции, запретить все выступления. А эти протесты как аргумент мог использовать Владимир Путин? И он... Ну, я с вами согласен. Ну, вы знаете, я думаю, что воюющая сторона всегда найдет аргументы для того, чтобы что-нибудь заявить.
К этому надо относиться нормально. Поэтому я думаю, что у власти сегодня время для того, чтобы свыкнуться. Заявили о демократизации, терпите, что угодно, кроме, конечно, нарушения закона. И даже вот эти заявления. Посмотрите, что война сделала. Она создала, она вырастила такую плеяду людей, в том числе и женщин. Посмотрите, какие они с точки зрения активности, какая форма, агрессивная форма разговора. К этому стоит прислушаться. Но если на все реагировать, я сейчас с удовольствием тоже предложу послушать меня. Я тоже подумаю, что я расскажу очень много. Я думаю, надо уметь приглашать и беседовать веч на веч, а то иначе будем поднимать друг другу авторитет. Ну, нет, не наблюдаете вы тенденции к тому, о чем говорила Маруся Зверобей? Нет, я думаю, что она же сама сказала, меньшинство. Воюющее меньшинство. Она говорила о том, что окружение президента может утопить протест в крови. Окружение? Окружение может президента. Быть, вы знаете, вот я думаю, что они будут навязывать ему, как и навязали, например, пресс-конференцию, ясно, кое-какие политические силы. Но я уже вижу, как он то ли чужими руками международными потихонечку старается сражаться с этими большими силами. Вы заметили, как много судов сейчас идет по миру, как много сегодня судебных преследований и как разговор о банке. Раньше был банк не его, и, возможно, он был на стороне кого-то, а сегодня банк его, государственный, и он будет защищать его интересы, конечно, не в открытую. Точно так же и в отношении других олигархов. Если он их уберет от себя и будет с молодой командой, это будет гораздо проще. Легче совершать ошибки, говоря «я этого не знал». После этой встречи пошли разговоры о том, что началось потепление между Россией и Украиной. Это говорил сам Путин на пресс-конференции, а Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции после этой встречи, говорил, что готов пожать руку Путину. А вот в эфире телеканала 1+1 он прокомментировал это заявление о рукопожатии и объяснил, что он имел в виду. Якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. А вот в Кремле уже отреагировали на эти 100 рукопожатий. Слушаем пресс-секретаря Путіна Дмитрія Пескова. Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання Криму. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські угоди. Ну, давайте сначала прокомментируем тон господина Пескова. Смотрите, давайте сначала тон нашего гаранта. Первое. Комментировать его сложно. Почему? Мы не знаем, что он вложил в эти слова. Он же уже становится дипломатом. Он же имел в виду возвращение территорий. Вы знаете, все-таки, что он имел в виду пожать руку. А с точки зрения возвращения, это международная практика. После Второй мировой войны договоренности были между всеми. И любая аннексия или захват, или как ты его назови, референдум, это нарушение международных норм. И он говорит очень правильно. Теперь смотрите, что такое мир? У нас, я продолжаю быть спортсменом, у нас, когда мы боремся иногда, есть такая шутка. Лежишь внизу, на лопатках, и говоришь: слышь, давай ничью. Это вы успеваете во время борьбы поговорить, да? Нет, это вот, да, а в волейбол я играю. Проигрывая команда, кто-то шутит: ребят, сдавайтесь, ну не хотите, давайте ничью. Помните слово парабеллум, откуда произошло? Люгер взял. Из древнелатинского. Хочешь мира, готовься к войне. Мир можно предлагать лишь в том случае, когда ты силен. А так, это не ты его предлагаешь. Ну, в нашей ситуации... В нашей ситуации, ну, что такое понятие мира? Еще раз говорю. Когда ты не способен... Ну, а зачем? в вашем понятии? В моем понятии надо строить сильную державу.
экономически, социально и в том числе в военном положении. Вот когда ты будешь силен, тогда ты можешь говорить о мире. И тогда ты можешь навязывать точку зрения кому. А здесь у нас надежда только на союзнические отношения с другими сильными мира сего. И строить у себя державу. Поэтому я думаю, что Крым Россия при этом руководстве никогда самостоятельно не вернет. А что значит при этом? Ну, при сегодняшнем правлении может измениться очень все, знаете, очень кардинально и резко. Почему? Все империи разваливаются. И вы понимаете, что здесь недолго осталось править сегодняшнему руководству. Я имею в виду и Владимира Путина. Согласитесь, и он понимает. Путин версия 2.0. Да, вы считаете, что кто-то сегодня воспримет у них любого? Нет такой личности. И для этого так и делается, чтобы в окружении не было никого равного. Поэтому я думаю, что самостоятельно нет. Это будет, судя по всему, мировое решение, где будет компромисс. Серьезный компромисс, очень серьезный компромисс, но в том виде, в каком Украине досталось после развала Советского Союза, и наши все руководители не смогли воспользоваться. А так, ну, если честно говоря... Ну, я думаю, что не все готовы, в том числе и крымчане, ждать второго пришествия. Согласен. Но вы знаете, сегодня военный путь очень сложен. Крым – это мировая база, напичканная железом, да еще каким опасным. Поэтому навряд ли мировое сообщество решится, что военным путем пытаться возвращать Крым. Ну, не об этом речь. Никто не говорит о том, что мы будем воевать с Россией. А вот давайте послушаем, что думают депутаты о том, как решать крымский вопрос. Милена Амиди подготовила еще один сюжет и поехала в Верховную Раду и опросила депутатов. Давайте послушаем. Хрещатику я вже з'ясувала, як українці ставляться до того, аби повернутися до теми Криму у нормандському форматі за 4 місяці. Більшість з них взагалі не вірить у те, що Росія так легко піде з півострова. Ну а тепер настала черга питати в нардепів. Я думаю, що немає такої загрози в тому, що хтось, не дай Боже, забуде наш Крим. Ми не можемо розглядати ніякий особливий статус Донбасу, ніякий інший документ, якщо в ньому не буде прописано теми Крим. Не можна відділяти питання Донбасу від питання Криму на геополітичному рівні. І чим більше ми будемо їх відділяти, тим менше шансів, що ми повернемось до кримського питання. Перенесено на 4 місяці. Що це означає? Які це проекти, які рішення, ми не розуміємо. Я не розумію, як Зеленський, як його команда взагалі збирається чи не збирається, і яким чином повертати Крим до складу України. Ну вот вопрос, который все чаще звучит, о тактике, или, как правильно сказать, о стратегии возвращения наших территорий, как это делать? В комплексе не разделяя тему Крыма, иначе потом ни в коем случае никаких разделений, я думаю, не позволит суспільство, общество. Общество уже другое. Зеленский это же делает, он же разделяет. А как вот вы отнесетесь к тому нормандскому формату, который прошел сейчас в Париже? Там что-то было такое, что разделило. То, что может быть... Там был Крым, только формально прозвучал на пресс-конференции, что он украинский. Давайте исходить не со слов, а из документов. Там тоже ничего не про Крым. А у нас подписан какой-то серьезный документ, где кто-то отказывается. В котором даже не намеком. Вы знаете, это может быть неумение сегодняшней команды правильно распорядиться тем, что хочет Украина. Поэтому, я думаю, навряд ли кто-то позволит, особенно крымские татары, которые сегодня здесь живут и серьезно заявили на свое право быть очень серьезным аргументом. Вот кто, а они знают, что надо делать. Поэтому, я думаю, навряд ли кто-то примет решение сегодня, находясь наверху, решение, которое будет противоречить интересам народа. Все вместе рассматривать, все. И рассматривать сегодня, когда страна еще не поднялась с колен, очень сложно. Это не тот мир. Поэтому я сказал, надо становиться сильной державой.
во всех отношениях, тогда можно разговаривать и языком, ну не то что диктата, а языком жестким. А как быть сильным? Что имеете в виду? И когда это ждать? Давайте, я предложу. Давайте я условно предложу. Первое, что... Да, смотрите. Я выхожу на трибуну как первое лицо и говорю, я отныне руководитель вот этого силового ведомства или государства, не беру взяток. Я отказываюсь от любой... в другой форме, но невербально это прозвучало. Надо. Так вот, прозвучало. За это и голосовали тогда скажите, пожалуйста, за новое лицо. Согласен. Удовлетворено ли общество всеми руководителями, в том числе и силовыми ведомствами? Посмотрите, сколько идет сегодня ненависти по отношению к тому, что делает Министерство внутренних дел. А ведь там есть и порядочные сотрудники. Значит, надо изменить свое отношение и к руководителям прошлого. Менять, ротация со всеми. И вот тогда начнется первое. Работа по коррупционерам в полной мере, а это очень важный инструмент. Государство начнет формироваться после того, как на Западе, а это наш новый сегодня условно спонсор, друг или старший товарищ, мы зависим полностью от инвестиций, от кредитов Международного валютного фонда. Будут даваться только тогда, когда увидят. Нет ничего старого коррупционного. Это первое. Экономика, социальная жизнь и серьезное, сильное изменение военной доктрины. Мы должны быть сильными. Совершили ошибку, но это история. Отказались от всего страшного, тяжелого. Доверились большому количеству стран, которые нам гарантировали. Теперь будем умнее, я так думаю. Государство Украина имеет хорошее будущее. На той же встрече в Париже президент Владимир Зеленский рассказал, когда освободят украинских узников Кремля. Давайте послушаем фрагмент эфира телеканала 1+1, где он объяснил еще подробнее, как это будет происходить. Ми домовились, проговорили з президентом Російської Федерації, що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які знаходяться на території Росії, які знаходяться на території Криму. Це інший буде трек. Я думаю, що ми його будемо проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених. Вот такой вот термин, который используют. Я пока не пойму, что это такое, что подразумевалось, как всем гражданам, которые хотят выехать из Крыма и хотят остаться здесь, приехать сюда, но они наверняка имели возможность это давно сделать. Но он имел в виду политических заложников, которых хватают ФСБшники, обвиняют в терроризме. Ну, вы знаете, и за то, что они крымские татары. Во всех войнах существует институт наживы. Это заложники. И, к сожалению, это было и будет. Лучше надо создавать хорошую систему спецслужб, которая контролирует все, и исключает возможности накопления этого так называемого продажного потенциала, ведь это выгодно. Оно будет так все время длиться. Поэтому так насколько тогда это перспективна эта история, когда Зеленский говорит, что вот я освобождаю людей, я несу мир, вот он освободил новый, уже есть заложники. Да, я же говорю, что это всего лишь часть, это элемент серьезной политики по возвращению всего, что оккупировано. Я думаю, что это элемент. Неудивительно, когда у тебя нет других инструментов, то хватаешься за что угодно. В большей степени я хочу верить в молодую команду. Это скорее от неумения, незнания кое-чего. Вера — это очень прекрасно. А что подтверждает то, что можно верить в лучшее? Какие факты? Пока ничего, кроме разговора. О чем тогда ваша вера держится? Все равно держится. Знаете почему? В любом случае, будущее не у меня. Будущее у моих детей и внуков. И даже если они совершают ошибки, то все равно будущее за ними. Вот только вот такая, знаете, скорее духовно такая романтическая вера. Но это понятно, это общее желание. А другого ничего нет. А если говорить о реальности, о реальности, к сожалению, меня не все удовлетворяет. И вот в частности, вот эта пресс-конференция, на которой абсолютно, с моей точки зрения, не должен быть гарант.
И абсолютно не должен быть там политический руководитель. И вообще от политических руководителей желательно ничего не слушать. Зачем они нужны по бумажке? Вот это меня и пугает, и настроение не совсем хорошее. Ну, вы можете поделиться опытом, когда в дело вмешивался какой-то высокий чин, когда говорил, что мы ждем результат? И дело разваливается. Как говорит Давайте Зеленский. я вам приведу пример. Всего лишь Гангадзе. То есть, по сути, это одна цепочка. Вернее, это звенья одной и той же цепи. Похожие. Да. Почему? Алена Притула, правильно, это вот очень серьезное издание, я его помню еще с 90-х, и я знаю, насколько оно серьезным было. И здесь Гангадзе. Помните, как вылез на трибуну президент и начал рассказывать, кто кого где душил, как в камере кто чего говорил. Это полный провал всего того, что делали. Но я понимаю, что его подтолкнули в то время руководители силовых структур. Им выгодно было не своими словами сказать, можно понести уголовную ответственность. Точно так же и здесь. Я уверен, что они шли как на плаху. Вот эти генералы, сотрудники, я их знаю, кстати, и знают, они профессионалы. Как на плаху. Да у нас табу было рассказывать. Это запись, то, что делалось, и вот эти картинки, это только для руководителей. И то очень узкого круга. А здесь народу, я понимал, им сказали, надо, вот именно сегодня надо. Надо будет. Почему? Ну, сейчас решается вопрос, быть или не быть. Или ротация, или кто-то из вас станет министром, или извините. Поэтому давайте идите. Они подневольные люди. Поэтому, думаю, вот это очень схоже с тем, что натворил уже предыдущий президент со своей командой силовиков, которым сказали, останьтесь работать, но сделайте дело. Сделаем. И такое количество там проходимцев появилось, о которых весь мир потом заговорил. Вот и здесь очень похоже. Ну, а если все-таки говорить о фактах, которые были озвучены, об именах, которые фигурируют в этом деле, хотя бы даже по той информации, которая есть, можно судить о качестве работы? Вы знаете, можно только судить о том, что работа проделана, что действительно есть, но это такие маленькие факты. Это такие маленькие зацепки, о которых не говорят. Это все равно, что похоже на принцип американцев. Итак, внимание, вы задержаны. У вас есть право на один телефонный звонок. Но запомните, любое ваше слово может быть использовано против вас. Вот сейчас они поступили, как должны советовать остальным. Зачем вы говорите то, что развалит дело, как и все предыдущие дела? Это тайна за 7 печатями. И поэтому я считаю, что работа сделана. Их вынудили говорить, чего нельзя. То есть вы дали повод для состязательности. А это прокуратура, следствие МВД, адвокатура и суд дали повод сегодня поработать. Это готовится, извините, как развал дела. Это вот у меня такое предположение. То есть сейчас начнется межведомственная конкуренция? Нет, сейчас начнется что? Дадут повод адвокатам и судьям хорошо поработать. И вот первый вам сигнал. Отпустили под домашний арест. Это что? Человека, который посягал на устои государства, и его отпустили под домашний арест. Значит, не все здесь так хорошо. То, которую отпустили под домашний арест, она непосредственно не участвовала. Можно я вам скажу? Ну, все равно. Свидетель, если вы так считаете, очень серьезно, состоял в группе. Ее обвиняют, что она накануне там фотографировала место. Но ведь перед этим заявили, что она входила в группу. То есть мотив объявили. Вообще, честно говоря, коллективный мотив, это что-то на синдром Брейвика похоже. А вот вообще сам мотив, какие-то националистические Ой, вы знаете, это, я повторяю, это похоже на синдром Брейвика. Но, как правило, таким мотивом обладает единичное лицо с определенным психотипом. А здесь убедить совершенно, извините, разношерстную команду, убедить в едином мотиве не верю. Ну и, наверное, у этого человека должны быть какие-то определенные признаки. То есть у него должна быть дома какая-то символика, какие-то заявления, какие-то манифесты должны быть. Конечно. То есть подготовка серьезная. А теперь давайте подумаем. Итак, это с целью свержения. Свержение должно было произойти после взрыва. Какая реакция можно было рассчитывать? Единственное, единение народа против внешнего врага.
То есть достигнут был не положительный, а отрицательный результат. То есть что это? Свержение? Есть надежда, что мы все-таки узнаем, что Конечно, это. конечно. Я благодарю вас за то, что пришли к нам Я в вам студию. тоже очень благодарю. Наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Следите за нашими эфирами. Спасибо вам. Как за короткий срок Саадет Герай I изменил внешнюю политику